В Джалалабадской области в селе Дукур живут документально несуществующие люди. Нигде не зарегистрированные женщины и дети. Часть жителей утверждает, что они потеряли документы во время июньских беспорядков в 2010 году. И с тех пор власти не торопятся восстановить им утерянные паспорта. Другая часть рассказывает историю о таинственных работниках паспортного стола, которые регулярно собирают документы на обновление, теряют эти ценные бумаги, а потом и сами пропадают. Кому нужны мертвые души и почему без документов в основном женщины и дети? Попытались выяснить мои коллеги. Все документы в этом доме хранятся в стареньком красном чемодане. В последний раз его доставали из кладовки лет 10 назад. Это вот метрика жены. В Узбекистане получала. Жена его гражданка Узбекистана. Переехала жить в это село в 80-е годы, когда вышла замуж. Сейчас она уже бабушка большого кыргызского семейства. Но полноправной гражданкой Кыргызстана она так и не стала. Я с полным комплектом документов пошел в паспортный стол. Мне сказали, что нужно запрос из Ташкента привезти. Но справка о том, что моя жена не является уже гражданкой Узбекистана, что ее никто не видел и не знает там. А поехать и сделать такую справку она не может. У нее ведь и узбекского паспорта уже нет. Как границу без документов пересекать? Ее узбекский паспорт когда-то забрал неизвестный сотрудник паспортного стола, говорит мужчина, обещая поменять на кыргызский документ без всяких запросов и головной боли. Семья, как и большинство соседей, доверилась человеку в форме. Все, пропал. Больше 10 лет прошло с того времени. Ни этого человека с паспортного стола, ни узбекского паспорта жены, и тем более обещанного кыргызского мы так и не увидели. Пришел человек и сказал, что собирает документы всех женщин, переехавших сюда из Узбекистана. Якобы поручение сверху, чтобы массово всем нашим узбекским невесткам поменяли гражданство. Вот мы на радостях и отдали все бумаги. На получение гражданства от неизвестного человека только в этом селе подали документы 30 женщин. В их числе оказалась и невестка Кадырджана Аке. За доверчивость родителей теперь расплачиваются их дети, сетует Аксакал. Вот, внучке уже исполнилось 16 лет. Нужно получать паспорт, но без документов матери мы сделать это не можем. Айыльный округ Сейдыгум расположен на границе с Узбекистаном. И в каждом из его сел рассказывают историю о неизвестном сборщике узбекских паспортов. Но если действительно приходил человек, забирал паспорт, они как минимум должны были проверить его документы, на худой конец записать фамилию. Но где теперь искать этого человека без имени? Тем более столько лет прошло. Это же не значит, что мы теперь должны всем желающим, отдавшим кому-то свой узбекский паспорт, выдать кыргызский. В историю узбекских невест о сборщике документов местные власти верить отказываются. Выйдя замуж за кыргызстанца, они должны были встать на учет в посольстве Узбекистана. Без этого паспорт узбекского гражданина, прожившего более 5 лет в другой стране, автоматически становится недействительным. Раньше, когда границы были открыты, никому не нужен был этот паспорт. Это сейчас ужесточили паспортный контроль. Теперь кинулись восстанавливать паспорта, но уже оказалось поздно. Теперь они просто лица без гражданства. С недавних пор к трансграничным невестам присоединилась группа новых беспаспортных. Наши паспорта потерялись во время июньских беспорядков 3 года назад. Мы все бросились бежать из села, когда все началось, и документы потеряли по дороге. Услышав о беспорядках, хотели перебраться через эту реку на ту сторону, на территорию Узбекистана. Вода была вот до сюда. Женщины с документами и детьми на руках переходили. И у всех у них выпали документы в этот канал. И все. С тех пор все живут без паспортов. Многие из них за 3 года и не пытались восстановить документы. Так и разделилось село на тех, кто может, но не хочет восстановить паспорт, и на тех, кто хочет, но не может. Абдумитал не раз пытался восстановить документы своей жены. Не найдя выхода из этого замкнутого круга, он снова отложил все попытки в долгий ящик. Пока жители и местные власти ищут ответ на вопрос, кто виноват и что делать, армия беспаспортных пополняется. Подрастает новое поколение документально несуществующих детей.